Я показываю, что фундамента нет. Видите, вот это разве фундамент? Жительница Хрущевки на Гагарина 73А Любовь Колоярцева ведет нерадостную экскурсию по своему дому. Здесь, по мнению пенсионерки, в 2007-м капремонт был, но неполноценный. Есть претензии к фундаменту, вентиляции, ступенькам и окнам в подъездах. Здесь дыры сами заделывали. Окна вот, видите, какие. Мы их теперь годами так и не моем. Теперь этот дом 1964 года постройки в программе капремонта стоит в 2040 году. Недовольные таким положением дела, жители улицы Гагарина обратились в Конституционный суд. По их мнению, причина в республиканском законе и постановлении Кабмина о проведении капремонта. В документах, как считают, есть неясные положения, и исходя из них, дом оказался в конце очереди. Дом не выдержит этого срока. И просьба ко всем органам власти, чтобы пересмотреть наш, значит, срок. Представители Госсовета, Кабмина и Минстроя отвечали, все документы приняли в рамках своих полномочий, в них единые правила, и ничьи права они не нарушают. Полагаем, что данный акт не нарушает какие-либо конституционные права заявителей либо иных граждан. Как сегодня вспомнили, этому дому в 2007 году уже был сделан необходимый капитальный ремонт. Были выполнены работы на всех конструктивных элементах, которые есть в этом многоквартирном доме. Такие виды работ, как замена подъездных окон, не обязательно делать за счет капитального ремонта. Есть статья управляющей компании, текущий ремонт. Капитальный ремонт вентиляционных каналов не проводится. Проводится техническое обслуживание вентиляционных каналов. При этом все же остаются вопросы к критериям расчета капремонта. Это уже выяснилось, когда вопросы возникли у судей. Чем вообще руководствовались? Может быть, ГОСТы, может быть, что там, СНИПы есть, может быть, еще какие-то. Я затрудняюсь сказать, чем руководствовались, потому что объяснить-то вы людям должны. На сегодняшний день разработчики, они, к сожалению, уже не работают в министерстве. Но, исходя из анализа законодательства, порядок использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта на федеральном уровне не имеется. Представители госорганов сегодня отметили, некоторые положения документов нужно бы уточнить. Из анализа представленных заявителем материалов следует, что в рассматриваемом случае имеется вопрос правоприменительной практики. Отдельные положения порядка, утвержденного постановлением Кабинета министров Республики Татарстан, могут быть уточнены в целях исключения неопределенности в процессе их правоприменения. Жителям улицы Гагарина советуют провести собрание дома, чтобы разобраться и определиться, что и как можно улучшить. Добиться пересмотра срока капремонта можно и в суде общей практики. Конституционный же суд свое решение должен огласить в течение месяца. Дмитрий Аяринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.